В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Завершился официальный визит делегации Республики Абхазия в Республику Никарагуа. Наша делегация, возглавляемая министром иностранных дел Республики Дауром Кове, приняла участие в церемонии инаугурации президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги. Во время пребывания делегации Абхазии в Никарагуа состоялись встречи с коллегами из отдельных министерств и ведомств, а также с представителями администрации президента Никарагуа. Был обсужден ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества. Республика Никарагуа Хада Даниэль Ортега инаугурация Аяску Ауснак Затупа Рылах Пророза Абснагандкар делегация Никарагуа Хатая. Инаугурация церемония Кыр и Гурьоха Никарагуа Ахнакалек Манагуа революция Аштахнамио Песи. Абснагандкар делегация Никарагуа Рапазара Ялагдзана Якымква, а министр такой Усбар такой пока русуется. Вы наюсги Никарагуа Ахада и Усбарта Хатарнак Цезлахуз Айпалара Комёпган. Анаиспе Апсуа Никарагуа и Заказа Шакварчара Ира Убас Аспорты Ацарадыры Затхало Айпша Хатрака Арнапацера Затхало Астараку пока Ирола Чаван. Убардзе Гернаюс Никарагуа Йоку Распела Федерация Амтала Загурагов Алексей Капустин Дозлахус Ганла Таймада Раечка. Реакор Хартразлас Эйпуларан. Ира Убасги Латината Америка Яхацанаква Апсна Аказара Аругарачо Ураспела Ацхарара Анацар Шизакало Астара Гехалачави. Яйткуланы ухар Никарагуа Хатара Алтшабзия Шама Зала Агурагана Яхар Халши. Агуразгоит Алтшапокштас Ишхаптмафа. Пресс-конференция в Министерстве культуры и историко-культурного наследия посвящалась двум нашумевшим событиям – разрушению древнего могильника в Цибильде и разборе стены в храме Нового Афона. Руководители ведомства проинформировали журналистов о принятых мерах по защите памятников. Нисфа Аршба расскажет подробности. В Новом Афоне были демонтированы детали с христианской символикой из алтарной части храма Федора, венчающей Анакапийскую крепость. Демонтаж резных деталей, установленных в XIX веке монахами Новоафонского монастыря, вызвал общественный резонанс. Как выяснилось, Министерство культуры и историко-культурного наследия об этом факте ничего не знало. Мы не давали никаких комментариев для того, чтобы изучить ситуацию. Во-первых, удивительно, что мы узнали о том, что демонтаж произошел в октябре, мы узнали сейчас, это тоже вызывает вопросы. Но факт в том, что Министерство культуры, конкретно научно-методический совет, не давал разрешения на демонтаж фрагментов с христианской символикой, установленных в алтарной части. Не было разрешения. По словам Эльвиры Арсали, работы по демонтажу были произведены работниками историко-культурного заповедника Анакапия без согласования с министерством, которое является главным государственным органом по охране и надзору над объектами историко-культурного наследия. Хочу сразу ответить на вопрос, почему оперативно мы не приняли решение, почему не рассмотрели. Вопрос сейчас не в том, правильно сделал руководитель заповедника или нет. Вопрос в том, что он не имел права, не согласовав с главным органом, который отвечает за охрану памятников, проводить эти работы. Демонтаж лапидарных христианских памятников Министерство культуры считает неправомерным. Этот вопрос ведомство вынесет на обсуждение расширенного заседания научно-методического совета. Также Минкультуры подготовит предложение для внесения поправки в Уголовный кодекс Республики в часть статьи 241 «Порча и разрушение памятников историко-культурного наследия». Что касается подробностей происшествия в селе Цибильда, где во время дорожных работ на территории полигона Министерства обороны Абхазии произошло разрушение памятника культуры, группа специалистов заактировала данный факт. У нас очень сложно с реставрацией, потому что нету достаточных специалистов, у нас нету средств. В Абхазии всегда было реставрационное управление, и я, когда работал до войны на археологических объектах,
после любых работ специалисты это делали. К сожалению, у нас нету, что-то надо делать. Но это абсолютно не значит, что вот так скоропалительно, не предупредив нас, можно принимать такие решения. Министерство культуры Абхазии продолжит работу по созданию общественного совета по охране объектов историко-культурного наследия. Также ведомство определит правовой статус музея Абхазского царства и разработает положение об охране и учете артефактов в соответствии с действующим законодательством о деятельности музеев. Нисфаршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Парламентские выборы состоятся 12 марта 2017 года. Образование и опубликование списков избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и местонахождения окружных избирательных комиссий до 21 января. Образование окружных избирательных комиссий до 21 января. Образование участковых избирательных комиссий до 31 января. Регистрация политических партий, инициативных групп с 21 января по 10 февраля. С 1 февраля текущего года бензин и дизтопливо будут облагаться НДС в размере 10%, что существенно увеличит доходы государственного бюджета. Решение об этом правительство приняло в последние дни уходящего года. Как это решение скажется на ценах на нефтепродукты и скажется ли вообще, попытались выяснить наши корреспонденты. Репортаж Симы Аргун. На заседании правительства было решено повысить цены и на сжиженный газ в баллонах. Согласно постановлению, уже с 1 января розничная цена за килограмм сжиженного газа составила 50 рублей. Соответственно, 11-килограммовый баллон обойдется потребителю в 550 рублей. Постановление Кабинета министров Республики Абхазия утвердили цену на сжиженный газ 11 килограммов по 550 рублей. И это утвердили с 1 января 2017 года. Мы этим занимаемся, уже цена изменилась. По словам директора Сухумгаза, это вынужденная мера, так как закупочная цена газа подорожала. У нас в стране спрос на этот вид топлива большой, так как нет централизованной подачи газа и часто происходят перебои с электричеством. Варлам Акаба отметил, что дефицита в газе нет. В среднем в день выезжает 5 машин по городу. Директор Горгаза заверил нас, что и с доставкой цена газового баллона не будет превышать положенные 550 рублей. Стоимость как в утвержденном варианте, мы так и будем настаивать, и водители тоже предупреждены, и подписанный приказ Кабинета министров Республики Абхазия, что за завышенные цены не будут отвечать, они несут материальную ответственность. Битум и газ входят в перечень углеводородов, ввоз которых на таможенную территорию Абхазии не облагается налогом на добавленную стоимость. Но правительство намерено пополнить госказну за счет обложения налогами бензина и дизельного топлива. Таким образом, эти виды нефтепродуктов будут облагаться НДС в размере 10% с 1 февраля. Вице-премьер пояснил, что средства, которые будут получены от НДС на дизтопливо и бензин в 2017 году, пойдут на социальные обязательства. В общей сложности правительство планирует дополнительно заработать порядка 270 миллионов рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на те выпадающие доходы, которые мы, к сожалению, будем вынуждены понести в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Я бы хотел напомнить, что в 2016 году со стороны Российской Федерации нам была оказана разовая помощь только на 2016 год на повышение заработной платы разово на 1 год по некоторым категориям работников, в частности, по органам государственной власти и по правоохранительной системе, за исключением МВД и СГБ. Поэтому деньги в 2016 году мы на эти цели получили 1 раз. Соответственно, в 2017 году на эти цели мы со стороны Российской Федерации эти деньги не получим. Это где-то составляет порядка как раз 250 миллионов рублей. Поэтому нам, конечно, надо... Мы не имеем права объявленное повышение зарплаты сотрудникам снижать. Мы обязаны выполнять взятые на себя обязательства, поэтому мы вынуждены это делать. Поэтому главная цель пополнения бюджета – это, естественно, наше социальное обязательство. Это выполнение планов и выплаты зарплаты в том объеме, в котором у нас сейчас существует. Стоит отметить, что топливо в Абхазии и так облагается НДС, но предприниматели платили с разницы купли-продажи. Теперь же будут платить со всего оборота. Но Дмитрий Сериков считает, что существенного подорожания топлива не ожидается. Однозначно о подорожании я бы сейчас так не стал бы говорить, потому что это очень живой механизм, потому что это товар, торгуемый на бирже, и он имеет ярко выраженную сезонную
составляющая. Если зимой топливо стоит очень дешево, ну, условно говоря, то в августе оно может подорожать относительно января-февраля месяца на 30-40%. Поэтому мы ежемесячно отслеживаем стоимость топлива на оптовом рынке и, ориентируясь на ту маржу, с которой работают наши бензозаправки, мы тем самым и регулируем стоимость топлива на наших бензозаправках, то бишь в рознице. Поэтому исключать того, что топливо будет подорожать, конечно, нельзя. Но если оно даже и будет, оно будет незначительно на единицы процентов. Но в любом случае, если это будет незначительно в процентном соотношении 1, 2, максимум 3%. Это максимально возможное подорожание, которое в принципе может быть. Пример я могу привести. Вот у нас цены установлены были в октябре 2015 года, то за этот период, с октября 2015 по декабрь 2016 года, в розничной сети в России бензин подорожал на 6% в среднем по всем видам, а на оптовом рынке подорожал на 15%, если смотреть год к году. При этом за этот период в Абхазии подорожания цен не было. Поэтому, естественно, топливо будет дорожать. Вопрос, когда, сказать это на данный момент, я сейчас не могу, но исключать, конечно, это невозможно. В Абхазии цены на топливо и оплату за проезд устанавливает Кабинет министров. И в правительстве уверено, что стоимость бензина в ближайшее время не изменится. Но учитывая, что у нас в стране не производятся нефтепродукты, некоторые факторы зависят только от внешнего рынка. Еще несколько лет назад между Российской Федерацией и Республикой Абхазия было подписано соглашение о том, что топливо, завозимое, экспортируемое из России в Республику Абхазию, не облагается экспортной пошлиной. Когда это постановление действовало, по-моему, это было в 2011 или 2012 году, мы получали топливо со скидкой порядка $300-400 с тонны. Это где-то приблизительно получается порядка где-то $3, условно $3-4 с каждого литра. Где-то порядка $3. Для нас это была большая экономия, поэтому мы могли себе позволять держать очень большую разницу в цене между российским рынком и нашим рынком. Вместе с тем участники рынка открыто заявляют о неизбежности роста цен на бензин и топливо. При этом пока неизвестно, когда и насколько. Генеральный директор Азида Дамыр-Габуния заявил, что для сохранения рентабельности розничной сети цены на топливо все-таки необходимо будет поднять. Это продиктовано дополнительной налоговой нагрузкой. Но при этом отметил, что это прерогатива Кабинета министров. Компании, осуществляющие розничную продажу топлива, ждут от правительства взаимовыгодного решения. Понимая социальную значимость нашей сферы, мы на протяжении многих лет эти факторы внешние, которые оказывали влияние на развитие отрасли, старались не перекладывать на население. И если вы обратите на динамику цен, например, в той же повышении цен в России и в Абхазии, то буквально в 2015 году, то есть достаточно много времени прошло, с тех пор мы в Абхазии повышались цены. Однако вступающее в силу с 1 февраля постановление, по сути, диктует необходимость повышения цен для нормального функционирования отрасли, для обеспечения необходимого объема и качества нефтепродуктов и оказываемых сопутствующих услуг. Вице-премьер-министр финансов Дмитрий Сериков уверяет, что минимальный рост цен на топливо не повлечет за собой удорожание продуктов питания и оплаты за проезд в общественном транспорте. Удастся ли достичь желаемого результата, покажет время. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Сухуми продолжаются работы по замене лифтов. В шестиподъездном доме номер 48 по улице Басария в ближайшее время появятся новые лифты. Об этом наш следующий сюжет. Большинство лифтов в столице технически устарели. Специалисты в один голос утверждают, что их надо останавливать. Но это невозможно, потому что есть люди, которые не могут подниматься по лестнице. В городе 420 лифтов, из них 36 были заменены еще в рамках комплексной программы. Что касается выбора дома для замены лифта, то здесь все зависит от его заселенности, от количества пенсионеров и людей, нуждающихся в медицинской помощи. В нашем подъезде все мы пожилые люди. Есть сердечники с инсультом. Подняться, сами знаете, очень трудно для нас. До 2013 года по силе возможности сохранили мы лифт, работало. Вот с 2013 года по сегодняшний день мы без лифта сидим. В этом шестиподъездном восьмиэтажном доме по улице Басария поломка лифтов – явление обычное. Жители раньше часто своими силами выходили из сложных ситуаций, хотя и к городским властям обращались неоднократно. На сегодняшний день шахты 2 лифтов уже расчищены жильцами дома и практически готовы к установке новых лифтов. Здесь все было загажено полностью. В машинном отделении
российские специалисты работали. Нам говорят, если у вас там внизу противовес акцию побри. Где противовес? Говорит, надо обязательно вычистить, иначе мы ничего не будем делать. Вот и мы взяли, вычистили все полностью. Все послевоенные годы городские коммунальщики по мере возможности производили ремонт шахт лифтов. Машинных отделений обновляли электрику. Лифты постепенно изнашиваются, а их приобретение и установка обходятся государству очень дорого. Но городские власти решают эту проблему поэтапно, в том числе и в этом доме по улице Басария. По Басарии 48 это 9-этажный дом. 6-подъездные. Мы на этот год запланировали, на 16-й год было запланировано установить новые лифты в 2 подъездах. Но в связи с тем, что это идет по инвестиционной программе, то, что было в 2015 году запланировано, перешло на 16-й год за то, что немножко задержались деньги. И вот в 2016 году сделали 23 лифта 2015 года, а 16-й перешел сейчас на 17-й год. Но вот уже 2 лифта уже отгрузили. В течение той недели, этой и той недели уже все 12 лифтов придут, и до конца февраля все будет сделано. Жители многоэтажного дома высказали пожелание, чтобы после замены лифтов городские власти не оставили бы без внимания и непривлекательный фасад здания. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Сегодня ночью в Абхазии отмечают Аджир-Нуха – День сотворения мира. В республике 14 января – праздничный нерабочий день. Это языческий праздник. В этот день по обычаю режут коз и петухов. Данный ритуал жители связывают с жертвоприношением. Главная особенность этого праздника, почитаемого как в западной, так и во многих семьях Восточной Абхазии, в том, что в этот день всех выходцев одного рода собирают у родовой кузни. Вечером 13 января во многих абхазских семьях, где сохранены родовые кузни и наковальни Аджира, совершается специальный ритуал. В этот вечер режут петухов на каждого члена семьи, козленка и открывают запечатанный глиняный кувшин с вином, закопанный у священного места, либо открывают новую бочку. Женщины готовят свечи на каждого члена семьи и пекут пироги с сыром, ачаш и сладости. Мы поздравляем вас с этим праздником, уважаемые телезрители. Пусть в вашем доме никогда не погаснет очаг. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 14-16 градусов. Это все новости на сегодня. Я желаю вам всего доброго. До свидания.